Вообще исследование социальных систем не только башкирского общества, но и любого другого исторического сообщества, оно, собственно, начинается, наверное, с такого решения фундаментального, наверное, вопроса, который сегодня, последние годы, буквально последние 20 лет, наверное, очень актуален, и все, собственно, социальные антропологи, они пытаются рассматривать эти сообщества через призму именно вот этого признака. То есть этих признаков два. Или это иерархия, или это так называемая неиерархичная система. Или же другой термин – гетерархия. Впервые термин «гетерархия» был введен Маклоханом. Это, собственно, тот человек, который изучает мозговые процессы в мозге. И он, собственно, говорит о том, что некоторые процессы, мыслительные процессы, не объясняются логическим путем, то есть они друг другу противоречат. И, собственно, это именно именно вот этот сегмент работы мозга, собственно, он и назвал моделью гетерархии. Потом эта, собственно, модель была, точнее, этот термин был уже апробирован в социальной науке, социальным антропологом. Это Кэрол Крамли, которая, собственно, в 1979 году использовала ее в таком рассмотрении социальных систем. И, собственно, она дала определение, которое до сих пор в ходу, и, собственно, она отражает всю суть этой гетерархии. Что такое гетерархия? Гетерархия – это связь субъектов, точнее, это система субъектов между собой взаимосвязанных, и которые между собой не ранжируются, или же их можно ранжировать в разных сочетаниях. То есть, например, если иерархия, это способ ранжирования у него один, то есть кто-то снизу, кто-то сверху, например, тот же самый крепостной крестьянин не может быть никогда равным дворянину, то в гетерархии, помимо вот этой самой иерархичной системы, могут возникать и параллельно другие ранжи, то есть ранжироваться могут эти субъекты по-разному, то есть могут совершенно поменяться эти субъекты, могут они выстроиться в равной степени, где-то это, то есть архитектура социальной системы становится не симметричной, а симметричной. То есть появляется некая сетка, она плавающая. Есть такой археолог Рэя Роджерс, которая, собственно, попыталась на примере североамериканских племен рассмотреть эту систему. И на основе археологического материала она это характеризовала как довольно изменчивую сетевую структуру, которая на самом деле и по археологическим комплексам имеет достаточно такую плавающую характеристику. И в последующем, собственно, уже в начале 2000-х годов, точнее, немного раньше, в конце 80-х годов, наш российский антрополог, советский антрополог, это Каратаев, собственно, применил систему гетерархии, но тогда он это не называл гетерархией, он называл это акефальной системой, применил при изучении племен северо-восточного Йемена, и, собственно, он обозначил очень интересный момент. Он сказал о том, что на самом деле система может переходить из одного состояния в другое. И это он рассмотрел на примере племен Йемена, где сначала была достаточно четко выстроена иерархия, которая основывалась на престижной экономике, но в последующем, собственно, из-за постоянно вот этих проблем с засухой, то, что не хватает воды и так далее, именно престижная экономика начинает практически убивала все хозяйство и всю экономику, собственно, вот этого сообщества. Соответственно, произошли изменения внутренние, и, собственно, уже иерархия превратилась в такую внеиерархичную систему, где надобщинный институт стал более аморфный. Он превратился в некую такую систему, некий такой съезд, что ли, совет, то есть не вычленялась уже конкретно какая-то династия, которая к себе такая все нити власти притягивала, и, соответственно, была нивелирована роль престижной экономики.
Да, то есть это послужило таким очень хорошим элементом для сохранения энергии, для того, что племена начали переживать тяжелые периоды. И, собственно, уже в 2000-е годы этим заинтересовалось большинство наших антропологов, социальных антропологов, этнографов, как Бондаренко, например, тот же Каратаев продолжил исследования в этой области. Они выделили другую систему, которая начинает противопоставляться гетерархии, это гомоархия. То есть, если гетерархия – это возможность ранжирования во многих вариантах субъектов, то гомоархия, она ранжирует только в одном варианте и не предполагает другого варианта. То есть, вот. И, собственно, в последующем, уже относительно кочевым сообществам, термин гетерархия применил Николай Крадин, это известный намадовед. Вот. Собственно, присутствие гиерархических, точнее не иерархичных или акефальных систем в кочевых сообществах, это было известно достаточно давно. Ну, самый простой, это объясняется достаточно просто, поскольку кочевникам необходимо достаточно большое пространство для ведения своего хозяйства, это и экономические, то есть это и выпас скота и так далее. Соответственно, у них не такой, и этот интерес нахождения в своих пастбищах, ведения своего хозяйства и так далее вступает в противоречие с интересами центральной власти. Например, в империи появляется какая-то династия, которая начинает постоянно мобилизовывать свое население для того, чтобы вести в какие-то походы и так далее, и так далее. То есть это начинает противоречить, собственно, интересам рядовых кочевников. Это мы видели, собственно, везде. И в каганатах Центральной Азии, и в аварском каганате Уолтер Поль, вот последняя его монография, собственно, он об этом достаточно хорошо говорит, и в хазарском каганате. Собственно, и мы даже можем выделить, что именно гетерархия становится, точнее, акефальная система становится некой такой предтечей формирования иерархии. Это мы видели на примере древних мадьяр, когда, например, тот же самый сын Арпад сын Алмуша, да, был избран там прямо говорится в источнике, что он избран потому что он сильный и богатый. То есть не потому, что у него род какой-то там, что у него там древний, потому что он вот среди равных, он просто сильнее и богаче. Да, то есть это все равно, вот эти 7 племен, это, собственно, та же самая акефальная система, 7 равнозначных племен. То же самое у хорватов, когда они, собственно, выделялись из аварского каганата, это все-таки какая-то социальная подструктура, какая-то социальная часть аварского каганата, кочевников ушли на запад. Они тоже состояли в такой неиерархичной системе. То же самое и в каганате Волжской Булгарии, когда выделяются какие-то дисперсные группы, какие пришли, и потом постепенно оттуда вычленяется один род булгар. Ну, за счет того, что вот Волго-Камский торговый путь был и так далее. То есть постепенно вот престижная экономика, она, так сказать, вымывала вот это вот острие вот этой иерархии, да? Вот. И что же касается, если уже мы подходим уже к башкирскому сообществу, то, в принципе, мы здесь, конечно, должны выделить работу Булата Азнабаева, который рассмотрел очень с фундаментальной точки зрения и поставил проблему о социальных системах внутри башкирского общества. То есть он сказал о том, что башкирское общество на самом деле функционировало в разных социальных системах. Если на северо-востоке функционировала иерархичная система, это вот так называемый Табынский кластер или северо-восточный кластер, то на юге и в остальной Башкирии, на северо-западе в том числе, функционировала такая неиерархичная система, где, собственно, каждый род был более автономным, каждое родовое объединение было более автономным. Да, то есть... И здесь мы видим, собственно, воочию, как, собственно, функционировала именно та самая гетерархия. Именно гетерархия, которая предполагает в одном сообществе разное сочетание субъектов. То есть, с одной стороны, они могут выстраиваться в какую-то иерархию,
да, как на северо-востоке. Обратите внимание, те же самые Кузеев выделял, именно на северо-востоке он выделяет большие союзы. То есть это Айлинский союз, это Табынский союз, это Катайский союз. Более того, в периоды, такие сложные периоды, мы даже можем где-то в какой-то степени выделить то, что сложные периоды башкирских восстаний, идет наоборот формирование каких-то иерархий именно на северо-востоке. И когда уже вот это межвоенный период, наоборот, идет какое-то, так, можно сказать, расползание, что ли, да, то есть большую роль начинает играть иерархичная система. На юге же было весьма четко, весьма конкретно всегда функционировала какой-то иерархия, точнее гетерархия. И когда уже мы, собственно, подходим со своей точки зрения, когда рассматриваем с популяционной точки зрения, в принципе, мы видим, как социальные системы, они влияли на формирование, на демографию, на формирование генофонда. Мы видим, что на юге действительно вот эта вот автономность родовых объединений, она сформировала свой специфичный генофонд в каждом родовом объединении, да, за счет таких конкретных социальных институтов, как эндогамия, патронимия и так далее. И, собственно, на северо-востоке мы видим, как разросся один род, который, собственно, потом просто разделился на последующие сегменты. То есть мы видим, вот исходя из всего вот этого сказанного, подытоживая, что любое социальное сообщество, оно может предполагать, конечно, множественность различных социальных систем, и, собственно, башкирское общество, оно в этом отношении является, мне кажется, одним из наиболее ярких примеров. Но подобные примеры, конечно, не редкость, как я уже говорил, не редкость в истории. Вообще считается, что вот эти вот гетерархии – это некий такой, можно сказать, альтернативный путь цивилизации. Это возможный альтернативный путь, другой взгляд, что ли, на нашу социальную систему. И это же мы видим, на самом деле, в кавказских сообществах. Кстати, черкесское общество тоже, на самом деле, было такой комбинированный вид имело. Да, с одной стороны, есть князья, иерархии и так далее, а с другой стороны, вполне такие акефальные системы. Ну, пуштуны в Афгане, да, то есть это тоже видим в зависимости от различных территорий проживания. Один человек одного статуса мог принимать разные статусные положения. В шотландском обществе мы видим, что лоулендеры более иерархичны, хайлендеры в связи с тем, что они проживали в горах, более гетерархичны. Ну, башкиры в этом отношении, да, они похожи на самом деле вот на ряд вот таких объединений, поэтому, собственно, мы и сравниваем башкир именно с шотландцами. Почему именно с шотландцами? Потому что шотландцы как раз оказались, и башкиры, это, можно сказать, единственное из ярких примеров, которые перенесли вот эту вот неиерархичную систему, гетерархию, на уровень империи, на уровень империи нового формата. То есть, с одной стороны, Британская империя, с другой стороны, Российская империя. Может, есть другие примеры, но я пока их вот таких ярких, как у шотландцев, как и у башкир, я пока не вижу. И собственно, ну, глубинные причины, конечно же, лежат в экономической плоскости. Все же Башкирия, мы знаем, что это такой лесной регион, водный регион, большое количество, достаточное количество лесов, воды, то есть доступа к воде и так далее. Там нет такой проблемы, как, например, в степях Центральной Азии, где один год засушливый, другой год водный и так далее. Там предугадать достаточно тяжело. И поэтому, собственно, вот эта вот структура социальная, они достаточно очень изменчивы. И, собственно, вызывают достаточно большие миграции. В Башкирии же это наоборот, это способствовало то, что вот, например, пришли какие-то кочевники, они вооружены, у них есть способы производства, воспроизводства того же металла, есть доступ к престижным товарам, как, например, пушнина, а это престижный товар для Средневековья. Достаточно рядом находится Волго-Камский путь, тоже достаточно можно было обменивать, производить вот эти вот обмены и так далее. То есть не обязательно, если мы говорим кочевники, то лошади. Конечно, и лошади тоже были, но у башкир было смешанное хозяйство. Например, часть племен, оно специализируется на рыболовстве. Например, Ельдяки, это современный Дюртюлинский район, тот же самый, да, на рыболовстве специализировались. То есть у башкир было смешанное хозяйство, и этому способствовало как раз-таки вот это вот
экология способствовала. И, собственно, конечно же, здесь, поскольку все кочевники вооружены, многие племена, скорее всего, имели возможность создавать металлические предметы, соответственно, и появление одной какой-то одной династии, да, какого-то одного рода, как более такого возвышенного, чем остальные, привести к этому не могло. То есть сама природа, сама, как сказать, окружение, социальная, экономическая среда этому не способствовала. Собственно, и здесь поэтому в течение многих поколений формировалась, собственно, вот эта вот многокомпонентная, многоуровневая такая достаточно сложная система. И удивительно, что именно сложная такая система оказалась более устойчивая, нежели более простая какая-то вот однолинейная система.